Доброго времени суток, народ! С вами Задорник, а это факты о Рике и Морти. Этот материал будет более интересен новичкам, которые начали смотреть с 4-го сезона мультсериала. Но, надеюсь, на что взглянуть будет и олдам. Так что оценивайте, комментируйте, погнали! Факт первый. В свое время Джастин Ройланд и Дэн Хэрмон разработали концепт сериала, продали пилотную серию и написали первый сценарный черновик за один день. А как у вас дела обстоят с продуктивностью и работоспособностью? Факт номер 2. Джастин Ройланд планировал выпускать серии по 11 минут, но божечки-кошечки, храни их всех боги, настояли на хронометраже в 22 минуты и это утвердили. Факт третий. Создатели вдохновлялись Реном и Стимпи, Симпсонами и Временем приключений. Факт номер 4. Музыкальная тема сериала, на самом деле, писалась для другого анимационного шоу, над которым Ройланд работал до Рика и Морти, Dog World. Это шоу о людях, которые живут в мире антропоморфных разумных собак. Сериал должен был выйти в эфир на одном из американском телеканале, но и Роланда не хватило на него времени и он забил, поэтому единственное, что есть у человечества, это черновая версия. В серии «Газонокосилка собак» очень много отсылок к этому недопиленному шоу. В семье в Dog World есть человек по имени Раффлс, а в Рике и Морти пес по имени Снаффлс, он же Снежок. Рик даже ошибочно называет его Раффлс как-то раз. В конце этой же серии Рик и Морти делает очень прямую отсылку в Dog World, прямее некуда. Ого! Целый мир, населенный разумными собаками! Интересно, что из этого выйдет, Рик? Я думаю, все будет отлично, Морти. Знаешь, это может перерасти в очень неплохой проект для людей всех возрастов. Я бы посмотрел на это, Морти. Факт номер 5. Джерри назвали в честь собаки Джастина Ройланда, которая плюс ко всему еще и выглядит один в один как Снежок. Шестой факт. В Рике и Морти нет и никогда не будет путешествий во времени. Кстати, в гараже у Рика есть коробка с надписью Time Travel Stuff. Фигня для путешествий во времени. Отличный намек на то, что перемещение во времени создателям не интересно. Седьмой факт. Джастин Ройланд – мастер не только что касается сценариев, но и озвучки. Мало того, что в англоязычной версии шоу он одновременно и Рик, и Морти, и все мистерии Миссиксы. Он же озвучивает Лимонохвата во времени приключений, легендарный мем Unacceptable – продукт производства Роланда. Восьмой факт. В эпизоде «Пора швифтануться» есть камео Джастина Ройланда в роли себя любимого. Факт номер 9. Дэн Хармон тоже на фигню времени не тратит. Он автор рэпа про грипп в эпизоде «Зелье Рика», и он же озвучивает птичью личность, точнее озвучивает по слухам. Парень выжил в свадебной разборке финала 2-го сезона. Факт номер 10. Один шмекель стоит примерно 148 баксов. За уличное такси в свое время Рик и Морти отдали 25 шмекелей. На эти деньги можно было купить 4 айфона или одну подержанную машину. Это примерно 237 тысяч рублей. 11. Факт. В серии Close Recounter of Rick Kind один из Морти чертовски похож на Эрика Штольца, актера, который пробовался на роль Марти в фильме «Назад в будущее». 12 факт. Та гениальная iPad игра для детей до 3 лет, в которой нужно лопать шарики и лопать шарики и лопать шарики, реально существует. Приложение называется Jerry's Game для iOS и Android. 13 факт. Практически все ролики межгалактического кабельного телевидения были импровизацией актеров озвучки. Нет сценария, нет проблем. 14 факт. Босс проекта Рик и Морти лично читает сценарии всех серий и обсуждает их с Ройландом и Хармоном. Он же борется за то, чтобы максимальное количество трэша дошло до экранов без цензуры. По словам Хармона, босс самый офигенный человек на всем ТВ, а Роланд зовет его героем. Факт номер 15. Рик и Морти и Gravity Falls скорее всего связаны. В эпизоде сериала про жизнь таинственного городка портал засасывает ручку, блокнот и кружку одного из героев Стэна. В Рик и Морти же эти предметы вылетают из портала в серии Close Recounter of Rick Kind. Причем сейчас это важно, эпизод Рик и Морти вышел сильно раньше. А в серии Big Trouble in Little Sanchez маленький Билл Сайфер, герой Gravity Falls, который по чистой случайности является ходячим логотипом иллюминатов. Последний, 16 факт. Создатели очень внимательно следят за деталями. За это им большое уважение.
Например, в последней серии первого сезона Дом телепортируется в немного галлюциногенную галактику, из-за чего на его месте появляется огромная трещина, и когда Дом возвращается, дыра не исчезает как по волшебству, а во втором сезоне Джерри даже косит траву, растущую из трещины. А в эпизоде Look Who's Purging Now Джерри и Саммер были такими молодцами, что проделали огромную дрень в крыше дома, и вуаля, она же появляется в следующем эпизоде. Ну вот и все. С вами был Задорник. Надеюсь, хоть кому-нибудь да понравилось. Спасибо и удачи.